Никогда не станет жилье дешевле, если у нас энергетики будут сами по себе назначать цену киловатта для тех, кто присоединения. Не будет. Мы никогда не сделаем жилье дешевле, если водоотведения не будут комплексные. Вы о воде говорите, да? На самом деле беда города Якутска – это вода. Но на самом-то деле это наоборот хорошо. А у вас это беда, то есть нет комплексной застройки. Поэтому в свое время я предложение делал и главе республики, и главе города Якутска, потому что комплексная застройка самая эффективная сегодня будет с понижением цены на 1 квадратный метр жилья. Это на горе, на Грецком тракте. Там есть энергоноситель сегодня, он уже строится. Там есть сегодня газовый комплекс, который не надо проводить. Там нужно только сделать единственную канализацию, которую нужно опустить наши новые и поднять туда воду. Вот там будет эффективная, недорогая, не точечная, а комплексная, как вы говорите, с определенными естественными уклонами, без всякого водопонижения, шикарнейшими экологической зоны и так далее. Но надо над этим комплексно подключиться еще в части проектирования. То есть эти вот моменты: федеральная трасса, свалка, доступность, значит, по трассе, по Вилюйскому тракту, она федеральная, надо будет согласовать федерально, то, чтобы подъем этот, наверное, сделали более таким лояльным и так далее. Вот это полный цикл, который реально может удешевить цену. Проблема номер один, с которой сталкиваются все при капитальном строительстве. Эта проблема актуальная, внимательно называли ее, в том числе застройщики, еще в 2012 году первой, которая задерживает развитие бизнеса, в частности строительного бизнеса. Да? И второе, это вопрос о том, что у нас строитель начинает строить там, где найдет землю, а потом выясняется, что там нет проблем с водоотведением, туда трудно подвести коммуникацию, то, о чем говорил представитель водоканала. Вот две проблемы озвученные. Вот говорят, что умные должны учиться на чужих ошибках. Вот у нас есть возможность проанализировать опыт устранения этих двух проблем, которые предпринимала Ростовская область. Дело в том, что в 2013 году тамошнее правительство и тамошний губернатор получили страшный втык и разнос на уровне федеральном, после чего спешно там производились мозговые штурмы, и там начали проводить такой пилотный проект именно по решению вот этих всех проблем, связанных с подключением к энергетике. От сокращения сроков, упрощения процедур, удешевления этих процедур и так далее. Вот 2014 год, это вот год, когда они проводили эксперименты, и сейчас, собственно, можно уже какие-то уроки оттуда извлекать и брать. Да? И вот, в частности, были разработаны два документа, вот именно вот как раз по этим двум проблемам. Первый документ назывался «Единая карта техприсоединения». Они все вообще проблемы, которые связаны, все процедуры, связанные с техприсоединением к сетям, они свели в одну карту, которая утверждается правительством. Она одновременно является и методическим указанием для предпринимателей, как надо ходить, в какие сроки, какие процедуры проходить и так далее. И одновременно является регламентным документом, который определяет, чтобы не затягивали, не забюрокративали. То есть это одновременно инструкция для застройщиков, как проходить, и одновременно инструмент контроля за органами, чтобы они не создавали лишних бюрократических препонов. Это к вопросу сокращения, удешевления, упрощения процедур. А насколько дешевле это стало? Ну, я так глубоко в тему погрузиться не успел. Думаю, наше правительство, наверное, запросит, поинтересуется. Вот. А второй момент, это вот о том, о чем говорил представитель водоканала. Это проблема ресурсов. Вот. Для этого они создали так называемый план создания объектов, необходимых для инвесторов инфраструктуры в Ростовской области. Этот план представляет собой, я его скачал, смотрел, этот план представляет собой перечень вообще всех объектов, которые только планируется строить. То есть, имея этот план под рукой, всех объектов ресурсоснабжения, как это называется, водоснабжения и так далее. То есть, имея этот план, вот эти перечни объектов, которые энергетики будут строить, которые там мелиоративные работы, работы по водоотведению и так далее. Имея этот план, инвестор может четко ориентироваться, где сейчас прокладываются, там, где ему не выходить за красные линии, где ему вписываться, где есть источники энергоресурсов, где ставятся трансформаторные будки, подстанции и так далее. То есть, и он может уже не просто на обум сюда втыкаться, а потом сталкиваться с огромным пучком проблем, как туда пробираться, а уже планировать строительство в тех местах, где для этого наилучшие условия есть. Все рядом сидят и договорились, он создали, он до сих пор работает. В счет этого фонда они всю инфраструктуру по новым кварталам делают за счет государства, за счет этого фонда.
Строитель приехал, готовая площадка, он строил. Поэтому не очень дешево. Вот один вариант, да. И еще один вариант такой. Есть у нас так называемые быстро разводимые здания, каркасные. Это во всем мире и в России. Это один из самых таких технологий, который удешевляет строительство, стоимость строительства. Это уже с этого года очень так продвинулись в этом направлении. Да. По всем нашим северным районам и арктическим районам мы это уже начали. Может быть, по городу Иркутску это, скажем так, не очень дешевое строительство, да, может, 10% дешевле. Но когда мы везем этот каркас и строим, например, Чокутаки, это получается ровно в 2 раза дешевле.